В мировой кофейной индустрии произошел all-time high. Это значит, что цены на кофейные зерна достигли исторического максимума. Причины – снижение урожая из-за климатических условий и растущий спрос. Подорожание уже ощущает и в Казахстане. Станет ли роскошью чашка ароматного напитка, расскажет Анастасия Новикова. Стоимость кофейных зерен на мировой бирже в этом году достигла исторического максимума – почти $4,5 за фунт. По сравнению с прошлым годом рост в 2 раза. Без учета обжарки, логистики, торговых наценок и других издержек. Основными причинами удорожания называют засуху в Бразилии и Вьетнаме. По данным Бюро нацстатистики, в Казахстане годовой рост цен на кофе составил почти 12%. По данным международного сервиса Numbeo, средняя стоимость чашки капучино в Казахстане около $2. Порядка 1000 тенге. В Кыргызстане и Узбекистане кофе обходится дешевле, а в России немного дороже. Самый дорогой в Дании – почти $6, а также в Исландии и Швейцарии. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на кофе и в этом году. По их словам, сырье для бодрящего напитка стало сложнее выращивать из-за жары и дефицита влаги. Кроме того, любителей кофе с каждым годом становится все больше, и мировой спрос на него уже превышает предложение. Предприниматели пока цену держат, так как заключили контракты на поставки еще в прошлом году. Но, возможно, уже осенью цены вырастут. Мы законтрактовались еще до того, как поднялись цены. Если динамика останется такой же, да, если она не будет ни повышаться, ни падать, и останется в районе $340, то нам, конечно, там уже с осени придется поднимать цены. Казахстан в последние годы активно наращивает импорт этого продукта. В прошлом году в страну завезли около 3500 тонн кофе, на 13% больше, чем годом ранее. А относительно 2019 года рост поставок больше, чем в 2 раза. Пью я кофе на самом деле очень часто и заметила, что цены на кофе все-таки возросли. Но так как я кофеман, все-таки отказываться не собираюсь. В последнее время подорожание было, насколько я знаю, буквально, мне кажется, 10-20, наверное. Главным поставщиком-реэкспортером кофе на казахстанский рынок является Россия. А там эксперты прогнозируют рост цен до 40%. Анастасия Новикова, Давран Абдиев, Абзал Турабеков, Информбюро.